Прилузский район – один из 12 районов нашей Республики Коми. Первые сведения о населенных пунктах на территории современного района относятся к 1620 году. Известно, что тогда существовали Объячево, Спаспоруб, Ношуль, Лойма и ряд других поселений. Прилузский район был образован в 1929 году. 10 февраля 1935 года был образован Летский район с центром в селе Летка. В 1963 году Прилузский и Летский районы объединили в Прилузский сельский район. А в 1965 году Прилузский сельский район был преобразован в Прилузский район с центром в селе Объячево. В составе района 12 административных территорий. Соседствует Прилузье с землями Сысольского и Кайгородского районов, а также с территориями Кировской и Архангельской областей. В 2009 году решением Совета района были утверждены герб и гимн района. Важнейшими отраслями Прилузского района являются лесопромышленный и аграрный комплексы. Это нашло отражение в гербе. Зеленые деревья символизируют лиственные и хвойные леса, главное богатство района. Колос – символ единства, плодородия, полноты жизни и ее будущего преобразования. Волнистый лазаревый пояс символизирует реку Лузу, которая является основной водной артерией района. Красный узор – знак уважения и почитания предков, знак памяти и верности народным традициям. Административным центром является село Объячево. На въезде в село Объячево возвышается одна из достопримечательностей района – постамент «Добро пожаловать в Прилузье». Установлен он в 1975 году и представляет собой фигуру женщины с хлебом, солью в руках. Обычай приветствовать гостя с хлебом и солью известен с давних времен. Хлеб выражал пожелание богатства и благополучия, а соль считалась оберегом, способным защитить человека от враждебных сил и влияний. Во времена Великой Отечественной войны 6580 прилузцев воевали с фашизмом. Каждый второй из них отдал свою жизнь за Родину, за победу. 3 наградили орденом Героя Советского Союза. Иван Петрович Марков родился в 1913 году в селе Спаспоруб. Участвовал в боях Советско-финской войны. В апреле 1940 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с финской белогвардейщиной и проявленные при этом отвагу и геройство, лейтенант Иван Марков был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Участвовал в боях Великой Отечественной войны, погиб в июне 1941 года в боях Белорусской СССР. В честь Маркова названа улица в Сыктывкаре и школа в Спаспорубе. Лобанов Виктор Иванович родился в феврале 1925 года в селе Спаспоруб в Красной армии с ноября 1942 года. В январе 1944 года Лобанову Виктору Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». После войны старшина Лобанов заочно окончил Куйбышевский строительный институт. До 1979 года работал старшим инженером Комилиспрома в городе Сыктывкаре. Умер Владимир Иванович в 1996 году. Сердитов Семен Алексеевич родился в 1904 году в селе Ношуль. В армию был призван в 1942 году. Погиб в октябре 1943 года. В январе 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм сержанту Сердитову Семену Алексеевичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Улица Набережная в селе Ношуль переименована в улицу Героя Советского Союза Сердитова Семена Алексеевича. Также в селе Ношуль установлен памятный знак
Семену Алексеевичу. В районе 2 Героя социалистического труда. Смолев Василий Федорович родился в 1919 году в селе Черныш. Работал в лесной промышленности. В октябре 1957 года Василию Федоровичу присвоено звание Героя социалистического труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот». Скончался в 1984 году. Евдокия Васильевна Дымова родилась в 1922 году в деревне Талица. За высокие трудовые достижения доярке совхоза Мутницкий Евдокии Васильевне Дымовой присвоено звание Героя социалистического труда. Умерла в 2009 году. Упомянем некоторые достопримечательности района. К ним относятся Прилузский историко-краеведческий музей имени Ивана Афанасьевича Яборова, основателя музея. Музей был основан в 1967 году и долгое время функционировал на общественных началах. Лишь в 1989 году музей получил статус учреждения отдела культуры администрации Прилузского района и разместился в отдельном здании. В Обьячево имеется источник с горько-соленой минеральной водой. Был обнаружен случайно при бурении разведочной скважины в 1963 году. Вода Обьячевского минерального источника может быть использована для лечебных целей, как в виде ванн, так и для питьевого лечения. В районе составлен Национальный реестр деревьев Всероссийской программы «Деревья-памятники живой природы». Один из памятников живой природы находится в селе Занулье. Это сосна. Возраст дерева более 600 лет. Диаметр ствола около метра, а высота 25 метров. Среди местных жителей существует поверье о том, что их сосна обладает целебной силой, дает заряд положительной жизненной силы, если ее обнять, закрыть глаза и постоять некоторое время. Кроме того, если загадать желание и попросить об этом сосну, то желания и добрые дела непременно исполнятся. Здесь же, в Занулье, хорошо сохранился дом, где родился, провел детские и юношеские годы коми-писатель, автор первого коми-романа «Алая лента» Юхнин Василий Васильевич. В 90-е годы XX века на доме была установлена памятная доска. В 2007 году, к столетию со дня рождения писателя, состоялось открытие новой доски. Много загадок таит в себе старинное селение Лойма. Одна из загадок – Лоемское городище. Раскопочные работы выявили остатки жилищ с открытыми каменными очагами. Возле них обнаружили многочисленные фрагменты глиняных сосудов, куски железного шлака, точильные камни. Выше по течению расположен так называемый Лоемский могильник, некрополь раннего Средневековья. Значительная часть памятника разрушена песчаным карьером. Раскопана площадь около 1000 квадратных метров, на которой обнаружено 43 погребения, не считая остатков разрушенных. Выявлен богатый погребальный инвентарь. В Лойме находится каменный храм Успения Пресвятой Богородицы с сохранившимися росписями Воснецовской школы, один из красивейших храмов Республики Коми. Нельзя не упомянуть о фестивале Луза Дорса Гаш. Цель праздника – возрождение и сохранение самобытного народного творчества, обычаев, традиций, которые формировались при взаимопонимании культур русского и коми-народа в связи с единой зоной проживания в бассейне реки Луза. Впервые праздник был проведен 3 июня 1892 года как районный праздник, а уже в 2012 году фестиваль получил статус республиканского праздника. Сегодня Луза Дорса Гаш является визитной карточкой Прилузья и любимым праздником не только коллективов творческой самодеятельности Прилузского района, но и других районов республики.